Здравствуйте! Я рада приветствовать вас в эфире информационно-аналитической программы «События недели». Сегодня мы расскажем о самых значимых новостях последних дней и уделим особое внимание теме судебной реформы, которая стартовала в стране с января этого года. Эту тему мы позже обсудим с нашим гостем в студии. А сейчас Ролан Матуа представит наиболее интересные события недели. С этого года учащиеся абхазских средних школ республики будут ежегодно сдавать экзамен по родному языку. Решение об этом приняли в Министерстве образования Абхазии. Экзамен будут сдавать все учащиеся, начиная с 4 класса. В этом году экзамен пройдет только в абхазских школах. Билеты уже подготовлены и розданы по учебным заведениям. В них 2 вопроса по абхазской литературе и 1 по языку. В будущем году экзамены будут сдавать учащиеся всех школ Абхазии. Кроме того, список ежегодных обязательных экзаменов может пополниться историей Абхазии и математикой. Итогом двухдневного рабочего визита в Москву и переговоров с президентом России Владимиром Путиным 18 февраля была посвящена пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба, которая прошла 23 февраля. В ходе встречи президентов Абхазии и России был обсужден широкий круг вопросов, связанных с дальнейшим укреплением союзнических отношений в контексте реализации договора между двумя странами. В их числе вопросы о выплатах пенсий и увеличении зарплат отдельным категориям бюджетников, о финансировании социальных проектов, заложенных в российской инвестпрограмме, о восстановлении движения по старому пешеходному мосту через реку Псоу, о строительстве в Гулрыбском районе нового корпуса тюрьмы. По словам президента, церковный вопрос и тема продажи недвижимости иностранным гражданам на встрече не поднимались. Встреча с президентом России заслуживает самой высокой оценки как по содержательной нагрузке, так и по атмосфере взаимного доверия, которая свидетельствует об успешном развитии и больших перспективах российско-абхазского сотрудничества. Выборы в органы местного самоуправления Абхазии назначены на 3 апреля этого года. 23 февраля началось выдвижение кандидатов. Чтобы выставить свою кандидатуру, претендент на депутатское место должен собрать от 50 до 70 подписей. Депутаты будут избраны сроком на 4 года. Регистрация кандидатов продлится до 13 марта включительно. Готовятся к выборам в органы местного самоуправления и в Ачимчире. По сообщению из районной избирательной комиссии, в районе организован 31 избирательный округ. В 2 селах Муп и Меркула по 2 участка. По предварительным данным, количество избирателей 16 275 человек. Созданы окружные избирательные комиссии. Начался прием документов от инициативных групп по выдвижению кандидатов. В Абхазии создана новая республиканская общественная организация «Кераза». По словам руководителя организации Дмитрия Дбар, главная их цель – укрепление государственности страны и консолидация общества. Организация намерена активно содействовать процессу совершенствования и повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и спецслужб. В нее входит уже более 200 человек. В ближайшее время заработает сайт, где будет размещена вся информация о деятельности общественной организации «Кераза». Итоги работы за 2015 год подвели 23 февраля в администрации Галского района. Начальник налоговой службы района Роберт Джиба сообщил, что за 2015 год в районе собрано налогов на сумму более 42 миллионов рублей. Таким образом, план перевыполнен на 8 миллионов рублей. Глава администрации Галского района Тимур Надарай отметил, что благодаря финансовой помощи России начат капитальный ремонт рокадной дороги. Стоимость проекта 153 миллиона рублей. По словам Надарая, с выступлением в силу закона о правовом статусе иностранных граждан в Республике Абхазия уже с апреля месяца будет решаться вопрос о выдаче вида на жительство населению Галского района. Более 100 миллионов рублей понадобится для сдачи в эксплуатацию Сухумского стадиона «Динамо». Именно такая сумма была озвучена специалистами в ходе выездного совещания, которое провел премьер-министр Абхазии Артур Микваби с руководителями строительных организаций 24 февраля. 28 мая на этом спортивном поле планируется проведение чемпионата мира по футболу среди национальных команд, не входящих в ФИФА. До этого нужно устранить все недоделки и подготовить спортивный объект. Госкомпания Апснергылара начала ремонтно-восстановительные работы на 11-м километре дороги Псоу-Ингур. Подразделением компании фирмой «Абхаз-Берегозащита» ведутся земляные работы, в частности, подготавливается котлован для сдерживающих конструкций. Все работы займут около 20 дней, их сметная стоимость более 2 миллионов рублей.
Военнослужащий пограничного отряда СГБ Абхазии Зосхан Саргуш погиб, сорвавшись со скалы в Кодорском ущелье в районе села Птыш, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Практически сутки на месте трагедии работал горно-спасательный отряд Министерства по чрезвычайным ситуациям. К поискам были привлечены и военнослужащие СГБ Абхазии. По поступившей информации, двое солдат-срочников, служивших на погранзаставе, пропали после полудня при исполнении служебных обязанностей. На следующий день стало известно, что рядовой Саргуш 1992 года рождения сорвался с 300-метровой скалы. 24-летний рядовой Заранди, бывший вместе с ним, не пострадал. К вечеру тело Зосхана Саргуш было поднято с дна обрыва и передано родственникам. 24 февраля представители комиссии по реализации инвестиционной программы в Абхазии посетили несколько предприятий, производителей собственной продукции. Выезд на объекты состоялся по инициативе депутата парламента Абхазии Беслана Цвинария. Члены комиссии проверяли производственный потенциал предприятий, их ресурсы и возможности. Комиссия оценила состояние госпредприятия «Абхазберегозащита», фирму по производству окон «Монблан Абхазия» и завод по производству пластиковых труб в Гудаутском районе. Члены комиссии положительно оценили работы этих предприятий и их производственный потенциал. Предприятия конкурентоспособные, они и по цене, и по качеству, оборудование у них новейшее, они способны выполнять и строительные заказы, и строительные работы в соответствии с современными стандартами, принятыми в мире. 24 февраля состояние железнодорожных путей инспектировали начальник госуправления по транспорту Зураб Хаджимба и специалисты Абхазской железной дороги. В результате инспекции было выявлено 16 несанкционированных переездов на пути следования из Сухума до Псу. В селах Ишера, Приморская, Бармыш такие переходы встречаются практически через каждые 40-50 метров. Вместе с тем, как сообщили специалисты АЖД, и официальные переезды не оснащены светофорами, шлагбаумами и дорожными знаками. По итогам инспекции выявился еще ряд проблем, в частности то, что движение поездов затруднено из-за прохождения по путям людей и скота. Еще одна проблема – свалка мусора по обочине железнодорожного полотна. Очередное рабочее совещание состоялось 25 февраля в Кабинете министров. Был, в частности, рассмотрен вопрос о компенсационных выплатах вкладчикам Сбербанка Абхазии в 2016 году. Компенсации будут выплачиваться лицам, сделавшим вклады в Сбербанк до 14 августа 1992 года. Согласно распоряжению, их смогут получить 3 категории граждан из числа прошедших регистрацию с 1 апреля 2003 года по 20 декабря 2014 года. Кроме того, на совещании были озвучены данные, что, к примеру, пособие по рождению ребенка для неработающих матерей сегодня составляет 10 тысяч рублей, а для работающих эта сумма равна 13,5 тысячам рублей. Правительство также было проинформировано о том, что часть бланков общегражданских внутренних паспортов гражданина Абхазии и бланков вида на жительство передана в МВД. Доходная часть бюджета 2015 год выполнена на 89,8% с учетом дотаций из республиканского бюджета. Такая информация прозвучала на активе Гулрыбского района, где подводились итоги работы за прошлый год. Собственные доходы без учета дотаций составили 113%. По сравнению с 2014 годом рост собственных доходов составил 10%. Дополнительно в бюджет района поступило около 500 тысяч рублей. Из 10 видов налогов план выполнен по 6 типам видов. 26 февраля президент Рауль Хаджимба подписал закон Республики Абхазия об уполномоченном по правам человека в Республике Абхазия. Документ призван обеспечить всеобщее осуществление прав и свобод человека, а также реализацию государственной власти в соответствии с принципами добросовестного управления. Новый закон определяет правовой статус, организационные формы и условия деятельности уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия. Закон был принят Народным собранием 10 февраля. О проделанной работе за прошедший год говорили на 5-м отчетном собрании культурно-благотворительного фонда Ашана. В течение 2015 года медицинскую помощь в клиниках России, Израиля и Турции получили 34 ребенка. На собрании подчеркивали, что это стало возможным благодаря деятельности как самого фонда, так и благотворительных взносов граждан. Это были наиболее значимые события недели, а теперь обратимся к главной теме нашей программы. С января 2016 года в Абхазии стала реализовываться судебная реформа. Как проходят изменения в судебной системе и какие проблемы необходимо решить для успешного воплощения реформ, мы обсудим с нашим гостем в студии, председателем Верховного суда Абхазии Зурабом Агумава.
Здравствуйте, Зураб Михайлович. Добрый день. Зураб Михайлович, перед тем, как мы начнем нашу беседу, я бы хотела предложить вашему вниманию сюжет о встрече президента и судейского сообщества. Пожалуйста. Судебная реформа стартовала, отметил президент Рауль Хаджимба, открывая встречу. Учрежден Конституционный суд, высший судебный орган конституционного надзора. Изменены сроки полномочий судей. Судьи Конституционного суда будут избираться на 15 лет без права переизбрания на следующий срок. Судьи судов общей юрисдикции и арбитражного суда на 10-летний срок. Мы увеличили срок полномочий судей, чтобы обеспечить независимость судей при отправлении правосудия и повысить гарантированный Конституцией уровень судебной защиты прав, свободы и законных интересов граждан. Улучшилось материально-техническое обеспечение судей. Существенно возросла оплата труда. Теперь к основному окладу будут плюсоваться надбавки за выслугу лет, ученую степень, квалификацию и звание. Нам также удалось значительно увеличить размер бюджетных ассигнований на содержание судебной системы. В 2016 году он составляет уже более 183 миллионов рублей против 45,5 миллионов рублей в 2015 году. В среднем размер заработной платы судьи увеличен на 262%. Закон обязывает судей декларировать свои доходы. Изменились также не только сроки и штатная численность, но и требования к самим судьям, стаж работы, квалификация и возраст. Вводится новый порядок отбора кандидатов на должность судей на конкурсной основе. Квалификационная коллегия судей и экзаменационная комиссия судей должны обеспечить профессиональный отбор кандидатов на должность судей с высокими моральными качествами. Рассчитываю, что своевременно будут сформированы состав и регламент Совета судей, квалификационной коллегии судей и экзаменационной комиссии судей. Усовершенствованы механизмы отправления правосудия в арбитражном суде, сказал Рауль Хаджимба. Введение института кассационной инстанции в арбитражном судопроизводстве обеспечит лицам, участвующим в деле, реализацию их прав на обжалование судебных актов, не вступивших в законную силу, что, на наш взгляд, приведет к более эффективному разрешению экономических споров и иных дел, отнесенных к законодательствам компетенции арбитражного суда. Председатель Верховного суда высказал убеждение, что судебная реформа качественно улучшит отправление правосудия. Это действительно начальный этап, который будет обязывать многих нас, судей, к тому, чтобы более ответственно относиться к исполнению своих служебных обязанностей. У руководства Верховного суда действительно сейчас стоит нелегкая задача в плане ужесточения подбора лиц, которые будут приниматься на любые должности, кроме судейской, в аппараты местных судов и Верховного суда. Одна из проблем, требующих безотлагательного решения, это создание надлежащих условий работы судей. Поскольку увеличены штатные единицы, то судьям придется ютиться в отведенных помещениях, а многие районные суды располагаются в ветхих зданиях. Вопрос, который нас волнует, это вот помещение, вы это без нас знаете, потому что введение новой инстанции, оно повлекло за собой увеличение более чем в 2 раза нашего штата. И мы должны вот в течение 6 месяцев это как-то решить, хотя бы временно решить наше размещение. Еще одна проблема, на которую обратили внимание президента судьи, это отсутствие архивной комнаты. Президент пообещал ускорить строительство Дома правосудия. Существует проблема и с исполнением судебных решений. Судьи ждут от парламента закона о судебных исполнителях. Этот институт будет нам в помощь, говорят судьи. Министр юстиции сообщила, что с марта этого года министерство займется формированием службы судебных исполнителей. Мне в любом случае придется обязательно согласовывать вопросы с судейским сообществом, потому что мне самой трудно сориентироваться, на самом деле, в Министерстве юстиции, какое количество исполнителей надо, какие структурные подразделения лучше предусмотреть в районах, какой штат нужен. И, конечно, как вы отметили, очень серьезный вопрос – это вот кадры. От судебной реформы общество ждет повышения авторитета власти и качества отправления правосудия. Судебная система должна стать реально независимой, профессиональной и избавленной от коррупции, резюмировал президент. Елена Лоло, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение.
Мы с вами посмотрели сюжет. Журналист Елена Лолова очень подробно рассказала о встрече. Все-таки я хотела бы поинтересоваться, каков был настрой встречи, насколько позитивным и насколько деловым был разговор? Ну, знаете, в таком формате у судейского сообщества встреча с президентом республики – это нечастое явление. Вот. Прежде чем состоялась сама непосредственная встреча, у многих судей возникали вопросы, о чем все-таки пойдет речь, каков будет тон этой беседы, поскольку послевоенный период были и такие обстоятельства, когда не с полным пониманием было отношение к тому, что судебная власть все-таки является одной самостоятельной властью. И поэтому все-таки такая настороженность была. Встреча проходила в такой благоприятной, спокойной обстановке. Были подняты очень многие вопросы. Вот сейчас мы в сюжете увидели, что действительно круг вопросов был очень большой. Президента интересовало, как сегодня внедряются на практике те новшества, которые предусмотрены в законах, которые были приняты в прошлом году. А эти законы на самом деле очень изменили требования как к судейскому сообществу, так и в целом к нашим гражданам. Вот. И также президент интересовался, насколько сегодня органы судебной власти в состоянии защитить инвестиции в судебном порядке. Вот. Был таким важным вопрос формирования Конституционного суда. Тоже очень много внимания этому уделил президент. И во всех этих вопросах он видел, что все в этих вопросах все-таки должны решать кадры. Но помимо того, что это должны решать кадры, у людей должны быть соответствующие условия для того, чтобы реализовывать те положения, которые предусмотрены в этих законодательных актах. Я хочу поблагодарить всех тех, кто в течение многих лет вкладывал немало усилий для того, чтобы все-таки этот пакет законопроектов был бы принят. Это немалый труд. Тот, кто с этим не сталкивался, наверное, это и не поймет. Эта работа длилась несколько лет, и работали над этим, в общем, законопроектом, как и депутаты парламента, исполнительная власть, прежнее руководство Верховного суда. Сказать, что сегодня на практике все так легко применимо, или эти положения не создают нам какие-то определенные проблемы, в общем, будет неверно. Да, это путь, который мы проходим. Впервые практики у нас нет, и мне бы хотелось, чтобы у нас, как говорится, ошибок в этом плане было бы поменьше. В реализации всех этих планов, которые предусмотрены в этих законопроектах, конечно, нам понадобится опыт и знания практиков. У нас, к сожалению, не так уже много людей, которые сегодня находятся уже, так скажем, на отдыхе. И есть ряд намерений использовать их опыт и знания тоже. Извините, вы сказали о том, что воплощать реформы будет не так просто. В чем вы видите залоги их успешности? Есть ли надежда на то, что действительно все задумки и все стремления будут воплощены? Вы знаете, это первая встреча, которая, в общем, после принятия этого пакета законопроектов, и одним из таких существенных моментов это было увеличение денежного содержания судей. Цифры там были озвучены президентом, сейчас не хочу об этом говорить, но, как говорят, сколько ни говори халва, а слаще во рту не станет. И предыдущие годы понимали, что действительно без увеличения денежного содержания судей тяжело будет избежать ряда негативных моментов, которые, как говорили, в обществе имели место быть. Но после того, как этот момент, как говорится, состоялся, уже и у руководства Верховного суда, и у руководства республики есть, как говорится, моральное право требовать уже совсем по-иному исполнения своих служебных обязанностей. И в этой части хочу сказать, что как никогда, сегодня судья должен продемонстрировать умение противостоять любым формам воздействия,
при принятии им судебных решений. Ну, возможно, в нашем сообществе есть какие-то негативные моменты тоже. И скажу прямо, я сторонник того, чтобы в рамках предусмотренных законодательством оперативные подразделения занимались бы разоблачением вот таких фактов, если они, к сожалению, будут иметь место быть. Вот. Сегодня иным стал подбор в органы судейского сообщества, я имею в частности судей. В течение до конца марта месяца должны быть сформированы ряд структур, которые будут в будущем определять порядок избрания судей. У нас будет новый состав экзаменационной комиссии, будет новый состав квалификационной коллегии судей. Немножко меняется процедура уже избрания как самих судей, так и председателей, как и Верховного, так и низовых судов. И это, я думаю, первый этап. Кроме того, скажу вам честно, после того, как все-таки бюджет республики был утвержден, были определенные сомнения, действительно ли удастся руководству республики сдержать свое слово. До того, как, в общем, был принят бюджет республики, были там различного рода разговоры в обществе о поэтапном увеличении заработной платы, там, о возможности где-то хотя бы на год отсрочить вступление закона в силу в этой части. И даже после того, как закон был все-таки принят, пока, как говорится, люди не получили эту заработную плату, все-таки уверенности в этом не было. Сегодня люди действительно поверили, что государство выполнило на себя взятые обязательства в этой части, и сами понимают, что за это все, как бы надо уже нести определенную ответственность тоже. Реформы в первую очередь направлены на то, чтобы повысить самостоятельность судей. Какие конкретно меры воздействуют в этом плане? Ну, вы знаете, действительно, многие и не ощущали, так как это было прописано в законе, что судебная власть, она является самостоятельной ветвью. Бывали всякие обстоятельства, но тон разговора у президента при встрече с судейским сообществом был направлен на то, чтобы судьи, невзирая ни на какие политические события, происходящие вокруг нас, чтобы они строго руководствовались именно нормами закона. И именно качество отправления правосудия было лейтмотивом нашей встречи. Но то, что с такой надеждой на то, что именно это состоится, примерно наша встреча и завершилась. И многие, кто находился на этой встрече, уже вернувшись, действительно говорили, нам будет стыдно, если мы не улучшим свою работу. И я надеюсь на то, что все-таки это произойдет. Это будет нелегкий путь, но мы к этому должны идти. Скажите, насколько сегодня велико доверие к органам судебной власти у наших граждан? И в то же время, насколько исполняются решения суда? Эту оценку, наверное, все-таки должны дать наши граждане. Но я был несколько лет тому назад в судейском сообществе, потом ходил на другие работы, вернулся сюда. То есть был сторонним наблюдателем тоже все-таки, что происходит в судебной системе. Да, говорят разное. Говорят, что есть и добропорядочные сотрудники в этих органах. И поэтому авторитет судебной власти в первую очередь можно будет поднять действиями самих судей. Для того, чтобы это все состоялось, конечно, в этом нам должно помочь и государство тоже. Но если не будет первого, если не будет у самих судей стремления к тому, чтобы не запачкать честь мундира, то, я думаю, что-то получится. Если такого настроя не будет, ни при каких усилиях со стороны государства этот, в общем, фактор не состоится. Но сегодня у нас, конечно, это первый этап, но нормальное функционирование
судов невозможно без определенных условий тоже. Сегодня, к большому сожалению, у нас нет ни одного здания, куда можно было бы пригласить какого-либо гостя, не стесняясь. А вот многие об этом тоже говорилось. Непосредственно этот вопрос тоже был поднят председателем Совета судей, потому что многие наши коллеги, приезжая в Абхазию, они должны где-то там сделать отметку в своих командировочных, что они действительно здесь побывали. И вот в основном они заходят в суд Вягрского района. Сегодня, кроме фасадной части этого здания, практически там у них все в таких терпимых условиях. Но президент пообещал, что и эту, как говорится, проблему тоже он возьмет на заметку тоже. Вот два суда, это, как говорится, на севере и на востоке, в общем, более-менее таком, в общем, нормальном состоянии. Это Парчалский и Галский. Все остальные, ну, далеки от того, чтобы их назвать. Я сейчас много не буду говорить, но даже взять в Верховном суде у нас всего лишь один зал судебных заседаний. Это при том, что там у нас находится 14 судей. И порой нам приходится иногда выстраивать работу таким образом, чтобы мы могли бы вот свои заседания проводить. Иной мы эти заседания проводим в кабинетах, но это все, конечно, вот выглядит не совсем, так скажем, нормально. Скажите, вообще вот вы теперь затронули перейду, пожалуйста, работы, о судебных, да? Вы говорили, решениях. Ну, согласно вот тем законопроектам, которые были приняты до 29 декабря прошлого года, когда было отсрочено вступление в силу закона о судебных исполнителях, была надежда на то, что все-таки работа эта улучшится. В законе о судебных исполнителях предусмотрены, так скажем, два основных момента. Это исполнение самих судебных решений и создание благоприятных условий для нормального функционирования судов. Но теперь, согласно той поправке, которая, в общем, внесена в этот закон до 2017 года, этот закон, в общем, не вступает в силу. Судебные решения действительно остаются многие без исполнения. В этой части я вижу, как говорится, вину не только в наших судебных исполнителях, но и в том, что наши граждане не хотят иногда слышать о том, что есть судебное решение. И в этом, согласно вот этого закона, там будет и подразделение силового обеспечения тоже. То есть некоторые судебные решения придется исполнять с применением силы. Это уже с 17 года. Это в 17 году в этом законе предусмотрено. Сегодня у нас в основном это по одному, по два человека. Это вот в городе Сухум и в городе в Гагарском районе по два судебных исполнителя. Везде по одному судебному исполнителю. Ну скажите, это у этого судебного исполнителя авторучка, судебное решение, и больше ничего у него нет. Он приходит к тому, кто должен это судебное исполнение, в общем, исполнять, судебное решение исполнять. Ну и тут иногда бывает такое, что его встречают с оружием. Вот. Была как-то попытка вот, несколько судебных решений провести в исполнение с подключением органов внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Но все-таки как-то потом решили, в общем, дождаться, когда все-таки служба вот так называемых судебных приставов заработает. Ну, пока, к сожалению, это не удалось. Вот на этой встрече присутствовал также и министр юстиции, и этот вопрос тоже был поднят. И президент, я думаю, с пониманием относится, насколько это вот важно. Скажите, пожалуйста, после вступления в закон, какие именно силы вот будут, подразделения какие-то, да, будут, как они будут выглядеть, как называться? Ну, это больше судебные исполнители, они будут уже находиться в структуре Министерства юстиции и должны будут разработаны штаты, насколько я знаю. Я не хотел бы в деятельность Министерства юстиции как-то вот туда вот вклиниваться, но знаю однозначно, что там будет подразделение силового обеспечения тоже. Но для этого нужно будет и определенные материальные затраты, это должна быть база, это должно быть специальное снаряжение, это должна быть подготовка соответствующая, вот, чтобы, как говорится, и судебное решение можно было бы исполнить, и что, как говорится, чтобы перебора тоже не было. Потому что все-таки судебное исполнение придется
при решении с этими решениями сталкиваться с нашими гражданами. Кроме того, в целом, если брать, все так, в общем, весь пакет законопроектов, который, в общем, был принят, он наряду с этим направлен на то, чтобы защитить и конституционные права наших граждан тоже. Поэтому сегодня уже и в арбитражном суде, ну, это там больше хозяйствующие субъекты, споры хозяйствующих субъектов рассматривают, но и в Верховном суде вот тоже должна уже быть создана кассационная коллегия по административным правонарушениям. Раньше этого не было. Но это хотя и незначительные по сравнению с гражданскими и уголовными правонарушениями, но тем не менее в этой части тоже наши граждане будут иметь право обжаловать решение суда первой инстанции. В арбитражном суде появилась новая инстанция. Какое это имеет значение, смысл? Ну, знаете, все-таки я думаю, что это важный момент, хотя это тоже сопряжено с определенными материальными затратами. Вот председатель арбитражного суда, вот в сюжете, который мы просмотрели, она говорила, что их где-то надо разместить, но, видимо, какие-то возможности будут изысканы. Но при отсутствии вышестоящей инстанции решение суда, арбитражного суда, оно вступало в силу, и та сторона, которая оказывалась, скажем, недовольна, не имела права его обжалования в вышестоящей этой инстанции. Но теперь такая возможность появилась. Тут, в общем, как говорится, точка не будет поставлена по велению того или иного судьи. То есть, но если в суде первой инстанции данное дело рассматривалось судьей, скажем, единолично, то уже в этой инстанции оно будет рассматриваться коллегиально. То есть уже защищенность тех субъектов правоотношений, которые будут находиться там, она более такое выраженная окажется. Понятно. Вот вы говорили о том, что требования к судьям повысились. И в то же время, как сегодня обеспечивается безопасность самих судей? Да. Насколько обеспечивается их безопасность? Этот вопрос, он прописан, но без решения всего комплекса тех мероприятий, которые предусмотрены в этих законах, в первую очередь в законе о судебной власти, мы желаемого улучшения отправления правосудия, думаю, не сможем. К сожалению, при проведении судебных процессов, когда отсутствуют надлежащие условия, все это мешает нормальному отправлению правосудия. Люди, невзирая ни на что, нарушают общественный порядок, который должен находиться в учреждении. Кроме того, в общем, мы не можем, к сожалению, на сегодняшний день пока применить те меры воздействия на них, которые предусмотрены вот в этом законодательстве. Физическая защищенность судей практически находится на нуле. Законом предусмотрено также и обеспечение табельным оружием судей. Но этот вопрос тоже был поднят там. Был поднят он мной и до этого. Ну, многие вопросы, которые были там подняты, возможно, и все, они брались, по-моему, на заметку президента. Социальная составляющая – это, наверное, все-таки не все. И я хочу сказать, что суть этой реформы не состояла в том, чтобы просто повысить денежное содержание судей и отрапортовать о том, что, как говорится, вот это все. Резюме этого всего должно быть, что качество отправления правосудия улучшилось. Но люди, принимая те или иные решения, должны чувствовать, что государство в случае возникновения каких-то обстоятельств всегда защитит их и защитит членов их семей тоже. То есть сейчас они на свой страх и риск Да, делают. можно сказать так. Но сегодня в производстве у нас находятся, все дела не важны, но такие дела, которые имели большой общественный резонанс, судебные решения по ним еще окончательно не приняты, но там тоже санкции, они очень такие ощутимые, поэтому вопрос ставился передо мной тоже неоднократно. Пока вопрос, как говорится, пока на месте стоит. Посмотрим. Думаю, что все-таки какие-то изменения произойдут. И в этой части тоже.
Спасибо. На какой стадии сейчас находятся вот эти резонансные дела, решения судейские? Ну, их, да, я вас понял. Анкваб, Я вас понял, да. Ну, они уже длятся уже довольно-таки долго. По делу, связанному с покушением на экс-президента Анквабы, убийство ряда, в общем, наших граждан, дело, можно сказать, находится на завершающей стадии. Вот, ну, точно уверен в том, что в ближайшие месяцы, как говорится, наши судьи все-таки уже озвучат приговор, огласят приговор. Что касается других дел, которые находятся в суде первой инстанции, это по факту убийства гражданина Климантовича из Каредной. В общем, они немножко еще не на той стадии, которая близка к завершению, поскольку вы, наверное, знаете о том, что это дело было принято к рассмотрению, потом в силу того, что председательствующий заявил о отводе, вот, и пришлось опять подыскивать состав суда, и вот, ну, тоже дело, как говорится, рассматривается, но многих наших граждан иногда возмущает то, что так долго это все рассматривается, а люди находятся под стражей. Но, знаете, бывают и такие обстоятельства, когда многие подсудимые не хотят выходить на судебные процессы. А до января этого года без их участия рассмотрения дела оно считалось нарушением их конституционных прав, правда. Поэтому сейчас уже с новым законодательством тут немножко, как говорится, облегчено наше положение в случае такового поведения подсудимого, то с соблюдением всех процедур возможно будет рассматривать вот, после принятия соответствующего решения без нахождения данного лица в зале судебного заседания тоже. Ну и по этим же делам подсудимый один также находился на излечении до завершения вот этого курса излечения. Также у нас в общем, судебные слушания были остановлены, поэтому никто в общем, умышленно не затягивает рассмотрение этих дел. Мы прекрасно понимаем, что это не последние дела, поэтому чем быстрее мы их рассмотрим, чуть-чуть, что называется, будет разгружена и сама судебная система тоже. Мы говорим о том, как реформа обеспечивает независимость судей. И в то же время есть такая проблема, как доверие граждан к судьям. Да. Да? А вот скажите, как эти вещи взаимосвязаны будут? Действительно взаимосвязаны. И поскольку государство пошло на такие реформы, наряду с правами, которые, как говорится, предусмотрены для судей, и есть и обязанность у этих судей тоже. Чтобы у общества не возникал вопрос, а судьи кто, надо создавать такие условия, чтобы этот вопрос не возникал. Поэтому одним из таких новшеств, которые, в общем, предусмотрены в законе о судебной власти, это будет декларация доходов судей. Но, как отмечалось на встрече с президентом, вот, к сожалению, некоторые наши чиновники работают настолько, сколько мы им платим. Ну, человек прекрасно понимает, что все-таки этот момент существенен. Да, были времена, когда мы, как говорится, после войны за булку хлеба или за идею, но это уже момент уже начинает уходить в историю. Хотя я не хочу никоим образом принизить патриотизм наших граждан, но тем не менее все-таки это существенный момент. Поэтому декларирование, как было отмечено, в общем, будет доходов не только судей, но и поэтапно оно будет касаться и остальных государственных служащих тоже. Раньше кандидатуры на должность судьи после рекомендации отправлялись, после рекомендации квалификационной комиссии, утверждалась в Верховном суде эта кандидатура и только потом отправлялась президенту. Сейчас же инстанция Верховного суда ликвидирована. Как вы относитесь к такой вот новой процедуре? Процедура как бы правильная, на ваш взгляд? Я считаю, что это правильно, поскольку
у нас количество судей в республике не такое уж и большое, поэтому все-таки это может, как говорится, дойти до каждого из нас, то, что если там действительно будут в судебной системе находиться люди, имеющие моральное право рассматривать те или иные дела, я думаю, это хороший момент. Если действительно этого права не будет, то это будет повод у наших граждан как раз и в не том свете, который, как говорится, хотелось бы высказываться в адрес в целом судебной системы, да и в целом самой системы власти. Поэтому я отношусь к этому нормально. Те, так скажем, проверочные мероприятия, которые будут проводиться, это вот квалификационная коллегия уже утвердила соответствующий бланк, они также направлены на то, чтобы круг кандидата в судьи, чтобы он, так скажем, был бы такой чистый, прозрачный. Вот. Кроме того, эти люди проходят еще спецпроверку. Вот, так что, я думаю, это только принесет положительный результат. Хотела бы спросить об учреждении Конституционного суда. Как это меняет работу органов судебной власти? Конституционный суд, он никогда у нас учрежден не был. И президент действительно очень акцентировал внимание на то, что для них, для руководства республики, формирование Конституционного суда очень нелегкая задача. Помимо материальных затрат, и там отвечалось, что у них есть проблема и с кадрами. Вот. Я думаю, конечно, это основной закон нашей страны, Конституция. Именно Конституционный суд будет направлен на то, чтобы как интересы граждан, так и интересы общества были бы соблюдены и защищены именно в рамках основного закона. Так что я думаю, все-таки он, раз, как говорится, сроки определены, он будет сформирован, и это принесет, безусловно, только положительные результаты. Спасибо, что пришли к нам на передачу, ответили на наши вопросы. Очень интересная была беседа. Всего вам доброго. До свидания. Всего доброго. Я напоминаю вам, что в гостях событий недели был председатель Верховного суда Абхазии Зураба Гумава. А теперь о новостях субботы. 27 февраля состоялась коллегия Генеральной прокуратуры республики, на которой обсуждались итоги 2015 года. На коллегии присутствовали президент Рауль Хаджимба и секретарь Совета безопасности Мухаммед Килба. С основным докладом об итогах работы за прошлый год и планах на 2016 выступил генпрокурор Абхазии Алексей Ломия. О проделанной работе отчитались руководители Сухумской городской прокуратуры и Международного управления Генпрокуратуры. Подробности расскажет Амра Амичба. Защищать интересы государства, обеспечивать единство правового поля и надзирать за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Такова основная задача органов прокуратуры, подчеркнул генпрокурор Алексей Ломия, подводя итоги работы своего ведомства за прошлый год. Он признал, что проводимая прокурорами в этом направлении работа недостаточна и требует изменения подходов и тактики проведения прокурорских проверок. Зачастую в поле зрения прокуроров попадаются простые граждане, тогда как должностные лица органов государственной власти, местных органов государственного управления находятся не на последнем месте в числе нарушителей прав граждан, обращающихся к ним за разрешением и восстановлением их законных интересов. За 2015 год Генпрокуратура выявила более 300 нарушений действующего законодательства, в ходе которых вынесла 108 представлений в виде актов прокурорского реагирования, возбудила 46 дел об административной ответственности и внесла 49 протестов на незаконные правовые акты органов местного управления. В прошедшем году органы прокуратуры возместили в бюджеты налоговых платежей разных уровней более 35 миллионов рублей. Вернули кредитные средства Сбербанку Абхазии. Их сумма составила более 177 миллионов рублей и почти 55 тысяч долларов США. Вместе с тем необходимо обратить внимание на нарушения, допущенные должностными лицами коммерческих банков при кредитовании физических и юридических лиц. Кредиты выдавались в отсутствие обеспечительных мер. В залог принимались единственное жилье заемщика, на которое в соответствии с гражданским законодательством не может быть наложено взыскание. Сумма кредита превышает стоимость залогового имущества. Массовый характер носит повторная выдача кредита организации,
за которым числится кредиторская задолженность. То есть банк повторно выдает кредит должнику, превышающему сумму долга. Таким образом оформляется погашение предыдущего кредита и оформляется новый кредит. Все вышеуказанные обстоятельства привели к тому, что в настоящее время кредитные учреждения не в состоянии вернуть кредиты, которые ими же были выданы в нарушении действующего законодательства. По каждому факту выдачи кредита в отношении должностных лиц кредитной организации будет проведена процессуальная проверка. Алексей Ломя в своем докладе отметил, что возросло число граждан, которые обращаются в прокуратуру с жалобами на необоснованное принуждение к медицинскому освидетельствованию на предмет опьянения. Так, за 2015 год в наркологический диспансер было доставлено 3150 человек. Из них 1805 человек подвергнуты освидетельствованию в отсутствии на то оснований. Основные задачи Генпрокуратуры в 2016 году, по словам Ломя, это ведение процессуальных проверок и расследование преступлений, связанных с нецелевым расходованием и хищением бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов. И для этого Генпрокуратура собирается укрепить межведомственное взаимодействие с контрольной палатой. Об итогах работы столичной прокуратуры рассказал прокурор Сухума Руслан Тыркба. Всего за 2015 год по городу Сухум зарегистрировано 303 преступления, из которых раскрыто 87 против 225 преступлений за 2014 год, из которых раскрыто 84. То есть увеличение усматривается на 78 единиц. По видам преступлений это выглядит следующим образом. Рост преступлений наблюдается по убийствам. Это в 2014 году 3, в 2015 4, рост на 1 единицу. Кражи личного имущества граждан 127 в 2014 году, 205 в 2015, рост на 78 единиц. Начальник международного управления Джамал Гоги назвал весьма плодотворной работу с российскими коллегами. В рамках международно-правового сотрудничества 15 декабря прошлого года между генеральными прокурорами Абхазии и России была подписана программа сотрудничества на 2016-2018 годы. Настоящая программа предусматривает проведение совместных семинаров, круглых столов в Москве и Сухуме по вопросам сотрудничества в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам, выдачи лиц, скрывшихся от уголовного преследования или исполнения приговора, организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере экономики, за расследованием коррупционных уголовных дел, профилактики коррупционных правонарушений, организации надзора за исполнением законов деятельности органов государственной власти местного самоуправления и издаваемых ими правовых актов, а также по другим направлениям прокурорской деятельности. Глава государства Рауль Хаджимба, выступая на коллегии, отметил слабую работу по взаимодействию органов прокуратуры и МВД. По мнению президента, между ведомствами наблюдается некоторая состязательность, которая приводит не к лучшим результатам. Состязательность должна быть в другом, а не в том, кто больше кому навредит. Здесь поле деятельности и для прокуратуры, и для органов МВД достаточно широкое. Общество от нас ждет совершенно других результатов. А мы с вами имеем, к сожалению, пока нулевой результат. Мы должны думать о совершенно других принципах работы между этими структурами. На сегодняшний день качество оперативной работы в органах МВД, в службе государственной безопасности и вопросы следствия вызывают, откровенно говоря, большую тревогу. Практически все те объемы работ, которые проводятся той же Генеральной прокуратурой, в качестве тех работ, которые потом приходят в судебные органы, зачастую там они выглядят достаточно плачевно. Потом возникают вопросы взаимодействия и отношения уже с судебными органами. Почему судебные органы принимают такого рода решения? Президент подчеркнул, что уголовные дела, передаваемые в суды, должны быть доведены до логического завершения и подкреплены неоспоримыми фактами. Видите ли, сломали те или иные дела, которые пришли в органы судебной системы. Это говорит о том, что, я еще раз хочу отметить, качество вашей работы остается пока еще низким. Следствие должно опираться на работе оперативных работников, которая остается, я еще раз хочу заметить, на крайне низком уровне. В целом, качество работы Генпрокуратуры президента характеризовал как низкое. Резюмируя свое выступление, Рауль Хаджимба отметил, что услышанное на коллегии станет предметом обсуждения в Совете безопасности страны. Амра Амичба, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
В Абхазию прибыла делегация из Москвы. В ее составе руководители Альянса туристических агентств и ряда крупнейших туроператоров России. 27 февраля с ними встретились вице-президент Виталий Габния, министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия, замминистра экономики Ахра Аристава, советник президента по экономическим вопросам Амиран Лагвилава. В рамках рекламного тура они посетят санаторно-курортные объекты страны, экскурсионные маршруты и достопримечательности, чтобы составить свое мнение о туристической отрасли Абхазии и уже с этого года включить республику в перечень предложений своим клиентам. Министерство по курортам и туризму планирует подписание соответствующих соглашений. Нам, в свою очередь, надо быть готовы к этому. Мы должны понимать, что с учетом политических реалий, экономического кризиса, который существует, и с учетом того, что строится мост в Республику Крым, мы должны быть готовы принять туристов своей доброжелательностью, своим гостеприимством, сделать так, чтобы даже после того, как построят мост в Республику Крым, чтобы у тех туристов, которые прибывают там на отдых, сложилось впечатление и мнение о том, что в нашей стране живут доброжелательные люди, гостеприимные люди, что в этой стране можно отдыхать. 27 февраля работники средств массовой информации Абхазии отмечают свой профессиональный праздник. 97 лет назад, 27 февраля 1919 года, вышел в свет первый номер газеты «Апсны». Ее редактирование было поручено по требованию группы абхазской интеллигенции писателю Дмитрию Гулия. Именно этот день и лег в основу профессионального праздника журналистов Абхазии. Сегодня в нашей стране около 10 печатных изданий на абхазском языке, несколько радиостанций, телевещательных каналов, информационных агентств, интернет-изданий. Мы поздравляем наших коллег с праздником и желаем им творческих успехов. На сегодня это все новости. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.